Всего сколько человек? Четверо. С собой было у вас что-то? Какое? Сценарий узброенного нападения обвинуваченные придумывали давно. Информацию от потерпелым допомог знайти пятый фигурант справы. Заранее им было известно, что в Пинске живет индивидуальный предприниматель, у которого есть определенная сумма денег, которые они хотели завладеть. Они заранее привезли огнестрельное оружие с территории Российской Федерации. Но здесь им арендовали здесь квартиру. Пособник, который житель города Логишина, значит, подвез их на своем автомобиле, показал этот дом, сказал, как если вдруг преступление пойдет не так, как они планировали, какие пути отхода. Разлік обвинувачених був простим. Напасти хутка, каб гаспадары разгубились и не смогли дать отпор. Потом фигуранты справы мерковали неустановленными покинуть межи краины. Але так не вышло. Жыхар дома здолеў скарыстацца ахоўнай сігналізацыяй, націснуўшы тревожную кнопку. На место здарэння прыбыў нарад аддзела дэпартамента аховы, якому нападаўшыя аказалі актыўнае супраціўленне. Праваахоўнікі мусілі прымяніць стабільную зброю. Двое нападаўшых былі затрыманы. Яшчэ двое паспелі схавацца. Их месцазнаходжанне было установлено по гарачых слядах у ходе оперативно-вышуковых мерапрыемстваў. Пасля затрымали и организатора разбою. Были фигурантами у нас здесь трое граждан Российской Федерации. Два было человека обвиняемых наших. Это граждане Республики Беларусь, жители городского поселка Логишин. Действия обвиняемых были квалифицированы в общей сложности по 7 статьям Уголовного кодекса. Чацвёра фігурантаў справы до гэтага праблем з законам не мелі, а пяты ў 2003 годзе быў асуджаны за крадзеж. Для раскрыцця справы было праведзена 55 экспертыз, сярод якіх судова-медыцынская і балістычная. Пісталет, які таксама выкарыстоўвалі нападаючыя, аператыўнікі знайшлі ў лясным масіве. При исследовании баллистической экспертизы оружия, которое было у преступников, было установлено, что травматический пистолет и ружье российского производства были признаны пригодными для стрельбы. Химическая экспертиза этих же оружия показала, что из них проводились выстрелы после его последней чистки. Зараз усе обвинуваченные знаходзяцца пад вартай. Матэрыялы справы перададзены ў суд. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».